Хасан Бакаев. Дата его рождения 1959 год. Село Гихи. Окончил Гихинскую среднюю школу номер 1. С 1983 по 1988 годы он учится на историческом факультете Чечено-Ингушского государственного университета имени Льва Николаевича Толстого. Основная тема его исследований – древняя история чеченского народа. Он подвергал сомнению многие стереотипы и мифы, навязанные внешней историографией. В 1987 году, после побед на региональных археологических студенческих конференциях, Хасана направляет в Москву как одного из лучших студентов для участия в 22-й Всесоюзной студенческой археологической конференции, где Хасану присуждают диплом победителя первой степени. В том же году Хасан, еще будучи студентом, получил приглашение в город Владикавказ для участия в работе Всесоюзной научной конференции «Кавказ и цивилизации Древнего Востока», в работе, в которой принимают участие такие известные ученые, как Дьяконов, Меликишвили, Иванов, Джапаридзе, Старостин, Милитарев. Виноградов предложил Хасана Бакаева как участника будущего проекта по изучению хорито-уратских корней нахского народа. На тот момент Бакаев был студентом 5-го курса исторического факультета ЧИГУ. С 1988 по 1990 годы, после завершения учебы в университете, Хасан занимается археологией на профессиональном уровне. В эти же годы он публикует целый ряд научных работ и эссе, в которых выявляются этнические и культурные связи вайнахов с Древним Востоком. В 1990 году Хасан поступает в аспирантуру Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, где проходит обучение под научным руководством таких прославленных ученых-востоковедов, как Петровский и Дьяконов. В этот период Хасан активно публикуется в научных изданиях Москвы и Санкт-Петербурга. Ассаляму алейкум, добро пожаловать. Наш сегодняшний выпуск посвящен выдающемуся чеченскому историку, человеку, который посвятил свою жизнь восстановлению исторической правды о Чечне и ее народе. Хасан Бакаев – историк, публицист, мыслитель, поэт. Его книги стали голосом памяти, а его фразы не дают быть историей стертой. Сегодня мы с приглашенным гостем, с Башламом Чимаевым, постараемся понять, в чем заключался вклад Бакаева, кем был он и почему его имя продолжает звучать даже после его ухода. Ассаляму алейкум, Башлам, Омар Шуай. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ты тот человек, который лично был знаком с Хасаном Бакаевым, ты переписывался с ним. Здесь хочу сделать уточнение. Хасан Бакаев в конце 90-х годов уехал жить за границу, поэтому про переписку и сказал. В общем, вы были знакомы. Вот для меня одним из самых его, так сказать, цитат, которые тронули меня, это «Мы не народ без письменности, мы народ, у которого отобрали голос. Моя задача вернуть этот голос, даже если приходится кричать в пустоту». Вот кем для тебя был Хасан Бакаев? Для меня Хасан Бакаев это был маяк. Маяк в большом Тихом океане. Или, как можно по-другому сказать, путеводная звезда именно с точки зрения истории. Конечно, у нас очень много достойных историков, не всякого сомнения. Но почему работы Хасана Бакаева именно привлекали? Они в самый тяжелый момент нашли отклик. Чтобы было понятно, когда люди занимаются исследованиями истории, нужно очень много материала использовать, шерстить его, искать какие-то моменты. И поэтому все, что наболевшая проблема какая-либо, Кавказской войне, или же там о Найбах, или же о Байсангуре Биноевском, материалы, которые, как и ты изучал это, и мы изучали, я находил всегда то, что мне нужно, мне стоило об этом подумать или попросить у Хасана, мы находили такие моменты, которые нигде не освещались. И всегда они отображались в литературе. Что было самое важное у Хасана? Хасана не было такого понимания, как «ассо». Я сделал, я сказал, никогда. Он как настоящий историк хочу взять, он всегда искал ссылки, документы в других непосредственно источников, кроме чеченских. Особенно очень много его документов, вне всякого сомнения, это непосредственно археологические, исторические документы. Он брал из царской России, то есть описание генералов в царской России. Все документы, ссылаясь, несмотря на то, что они были завоевателями Российской империи, и
Вот таким образом я нашел отображение. Почему «Маяк»? Потому что любой вопрос, который касался, особенно начиная с 18-х годов, во время студенчества я слышал о трудах Хасана Бакаева. Но я слышал мельком, и они не были настолько для меня известны. Потом в нулевых я столкнулся с некоторой литературой, которая потом стала там закрытой для общества. Хасана самого не было. Я как бы знаком, он более старшего поколения, закончил тоже ИСТФАК, я думаю, ты это прекрасно знаешь. Но я был знаком с документами и Хасана Бакаева, и Ильяса Сигаури. Эти два человека, два историка, которые дали мне ту информацию, которую я не мог достать. Вот как раз таки у Хасана Бакаева с 18 года я увидел, что он не историк, который где-то в пыли находится. Понимаешь, вот у меня есть корочка, я историк, меня это не касается. Нет. Как раз таки он показал, что он историк по призванию, не по корочке. Хасан Бакаев историк по призванию, а не по корочке. То есть он делал все, чтобы обелить нашу историю, показать ее реальную красоту, довести до нашего будущего поколения. И для тех людей, которые сидят до сих пор и на протяжении последних с 90-х по сегодняшний день пытаются, без разницы, с востока или с запада, облить грязью наш народ, нашу историю, наших национальных героев. И в борьбе Хасан Бакаев предоставлял нам, в кавычках если взять, то оружие гипотетическое, исторические документы, которые нам было необходимо. И, само собой, он не оставался в стороне. Мы знаем, что у него был свой канал, если я не ошибаюсь, на ютубе. Chechen History. Nokchi World. Да, Nokchi World. Да. На котором он сам все объяснял. И причем доходчиво. Не было никогда у Хасана Бакаева предвзятого отношения никому из кавказских народов. Он был очень толерантен. Но об этом мы дальше, а то я боюсь, что очень много занимаю у тебя времени, ты должен понимать, так что коротко попытайся ответить. Баракалла, в общем, я понял, что последние годы, да, он на тебя очень сильно повлиял, то есть его работа. Конечно. Основная его тема была исследование древней истории чеченского народа. Он утверждал и говорил, что чеченцы это принадлежат древнему народу хурритов. Да? Урартийцев, хурритов, урартийцев. Он доказывал, что чеченцы это не просто горцы без письменности, а то, что чеченцы это народ, который имеет свою глубокую культуру, традиции и религиозные традиции. Я хочу спросить тебя именно в направлении его работы, вот его книги. Какая книга на тебя произвела лично самое сильное впечатление? Я был безмерно рад. Я не буду говорить об остальных книгах. Я был безмерно рад, когда увидел первую его монографию. То есть последнюю в 21 веке вживую. Это была такая тоненькая монография. Этноним Нохчи он назывался. Там буквально 10-15, ну как тонкая тетрадь. Я с такой радостью ее взял, потому что там было все, что касается этнонима Нохчи и Нохчи народа. Вот первая это была монография. Но потом я безмерно рад стал и ссылаться и его книгу первую, которую приобрел. Это книга как раз-таки Хасана Бакаева «Чеченцы. Этнонимы. Древность и происхождение». Это в совокупности как некая ядерная бомба. Понимаешь? То есть в этой книге он собрал все материалы в основе своей касаемо Нохчи народа. Именно по древнему названию Нохчи. Там и о том, что мы Ноев народ, откуда у нас есть. И все работы армянские, грузинские. То есть вся литература, которую нам не достать, но у него она есть в библиотеке. Мы знаем, за последние 2 года мы утеряли многое, а он, видать, и то ли вывез с собой, то ли собрал. И у него были связи, конечно же, еще старых советских времен. Он очень хорошо взаимоотношения у него были и с армянскими историками, и с грузинскими историками, вне всякого сомнения. Поэтому в этом направлении мы много узнаем от Хасана Бакаева про кистинцев, про нохчийцев, про дзурдзуков. То есть это фурор и книга, без которой ни один историк не может начать свою работу, я бы так сказал. То есть изначально там фундаментально все важные направления об этнониме,
как говорится, отселение чеченца ли появилось название и так далее и тому подобное. То есть все моменты, и для меня вот именно эта книга стала одной из самых важных, и я ее никогда, ни при каких условиях не убираю со своего стола. И хочу сказать еще одно, Амад, очень примечательное. Мне один из людей, который продает книги, сказал одну очень странную вещь, и я хочу с тобой поделиться об этом. Это большое упущение для нашего народа и большая глупость, я бы сказал, для нашего народа, как бы это оскорбительно ни звучало. Для читающих людей, я говорю, для тех людей, которые имеют у себя там Ленина, Сталина и других там, я не знаю, Маркса, Энгельса у себя в библиотеке. Книги Хасана Бакаева бестселлером стали после его кончины. Как обычно бывает во многих случаях. Да. Это, конечно, и в Европе наблюдается, но он мне сказал, что просто на расхват люди начали десятками, сотнями, тысячами эти книги разбирать. А при жизни мы никогда не ценим. Но фурор и ажиотаж, когда Хасана с нами не стало, и когда десятки тысяч людей двинулись. Я хочу еще раз подметить, что у нас очень много ученых, там, интеллектуалов, но чтобы к историку после его смерти хлынулось такое количество людей, с такой любовью отзывались. Я был там, я слышал это. У меня просто язык отнимался от радости, от того, что столько людей его начали читать. А если читает этого человека, тут вопрос не в Хасане даже Бакаеве. Я как сказал, он маяк, он указывал всем нашу историю. Мы не читаем о жизни Хасана Бакаева, мы не говорим о его семье и так далее и тому подобное. Нет, ни в коем случае. Что же нам давал Хасан Бакаев? Нашу историю. Вне политики, вне всякого сегмента оскорбления. Ну, некоторых людей, я думаю, что ты понимаешь, каких. Поэтому его работы для историков, кто любит свою историю, географию, адаты, особенно древнюю историю хуритов, урартов, с тех пор местности Нахичевань, города, которые впервые Хасан Бакаев обозначил, сказал, что городов Нахичевань было 5 или 6. До этого никто об этом не говорил, грубо говоря. Да? Он проследил четкую миграцию чеченцев с места, откуда Ноев ковчег осел. То есть эти моменты, причем не своими словами. Он находил все связующее звено истории косвенно, а когда у тебя есть 1, 2, 3, 10 доказательств, то ты никак. Вот, допустим, мы с тобой по Байсангуру Биноевскому знаем, что у нас с тобой есть 7-8. Но у нас не было официальных источников по российской документации о том, что был прорыв в Гунибе. И кто нам его с тобой преподнес? Хасан Бакаев. Он действительно, я помню этот момент, когда он выставил в одной из социальных сетей фотографию, источник до 1861 года, как русский солдат дает показания, не показания, рапорт составляет, рапорт, где указывает, что прорыв был там, и так далее, и так далее. Да. Конечно, там не называется имени конкретно Байсангура Биноевского, но мы с тобой прекрасно знаем, что если говорить о прорыве, никто не говорит о прорыве, кроме как Байсангура Биноевского. О нем говорилось издревле, что Байсангур Биноевский прорвался с Гуниба, и Хасан Бакаев четко указывает, если прорвался, и все говорят, что прорвался только Байсангур, то другого там быть не может. То есть, конечно, некоторые наши недоброжелатели там могут сказать, а может это были другие. Нет, а может других не было, потому что именно о прорыве говорится о Байсангуре Биноевском. Башлам, в мире, где прошлое часто переписывается под нужды настоящего, Хасан Бакаев звучал как напоминание. Правда не в громких лозунгах, а правда в терпеливой, кропотливой работе. И именно вот это качество Хасана, терпимость, да, как он, как ты сказал, толерантно общался с теми людьми, которые на нас гнали, так сказать, лошадей. Хасан очень тактично, спокойно, уравновешенно открывал книги на своем канале Nahchi World, и отвечал по источникам. Никому не грубил, спокойным голосом. Вот это мне очень в нем нравилось. И, соответственно, он соответствовал своим словам, которые он говорил. Вот как ты считаешь, Башлам, почему его имя так важно сегодня? Его имя важно сегодня, потому что он оставил его работы, которые он оставил, ту же книгу, да, которую я говорил, на нему, древность и происхождение. Сегодня, в 21 веке, мы видим, что после 2 кровопролитных войн в Чечне
людям, мы с тобой знаем, начиная с 90-х и заканчивая, да, там 2016, когда КТО закончилось, людям было не до истории. Люди пытались выжить. Как бы детей спасти, как бы, что бы там ни сказали здесь, не попал в течение, не течение и все остальное. Люди выживали. Этот период, альхамдулилля, по воле Всевышнего Аллаха, у нас закончился. Дальше, сейчас, тенденция изучения своей истории, своего происхождения. У нас огромный разрыв. Почему? Потому что во время войны тот, кто жил дома, им не до этого. Большинство чеченцев жили дома. Хасан Бакаев тот, кто оставил сегодня работу свою, или свои работы, так сказать, да, которые сегодня могут прочесть. И вот этот пробел с 90-х по 2000, там, сегодня 25 год, пока у нас здесь что-то было, грубо говоря, да, который оставил материал, на который мы можем опираться. Важность его работы. То есть каждый человек, который ко мне заходит на паблик, на все социальные сети, которых у меня 8-9, да, они спрашивают у меня, вот ты рассказываешь, что нам нравится, книгу. Первая книга, которую я всегда называю, книга Хасана Бакаева. Вторая книга Ильяса Сигури. Там дальше Гапуров, Ахмадов и так далее и тому подобное. Первое. Почему? Потому что для меня, как человека исследующего, хоть я и закончил исторический факультет, там начинается с азов. То есть те вопросы, которые бы ты хотелось. Не так вот определенно, а что было там в 19 веке? Нет, здесь с самого начала. У нас в истории, в чеченской истории очень большой пробел и очень сложный кусок в нашей истории – это древняя история нашего народа. Я не буду сейчас углубляться, ты прекрасно знаешь, что нашу историю уничтожили во время депортации, но нет у нас огромного вот этого промежутка истории. И то, что имеется в виду, нету в каком плане, есть, но маленькие отрывки, нам нужно все собирать. А как мы собираем? Опираясь на царских офицеров, генералов, архивных документов непосредственно, плюс наши археологи, которые занимаются, вот сейчас аланское захоронение, ранее аланское захоронение, которые просто приводят фурор. За последние 300 лет, грубо говоря, да, я просто сейчас вспоминаю, у меня был преподаватель Хизрию Хаджи Ахмедович, он один из самых лучших аланистов был, я представляю лицо, если бы остался живой Хасан Бакаев и Хизрию Хаджи Ахмедович, насколько бы они были рады, потому что гипотезу, теорию, которую они выдвигали в своих книгах, в своих монографиях, научных работах, она полностью подтверждается. И поэтому, что сегодня для человека, исследователя, который занимается чеченской историей, важно, изначально откуда наши истоки. А это касается это дзурдзуков, касается это кистинцев, касается это нахчиматяне, касается это хуриты, урартийцы. Все это, даже я больше скажу, есть один момент, который у меня не сильно я согласен с Хасаном Бакаевым, еще когда живой был, я ему это и говорил, это момент истории с амазонками. Он его непосредственно связывал, гаргарейцы, амазонки. Гаргарейцы, я с ним согласен, это общий термин, но вот с амазонками не хотелось, потому что я по их истории знал. Но он четко указывал, я понимаю, я это делал, исходя из каких-то внутреннего мира и наших адатов. Для меня было непонятно чуждая культура амазонок. Но он это описывает, это древность, это хоть и времена джахили, это история, понимаешь? Здесь тебя никто не просит быть похожим на амазонок. Но вот сама воинственность этих женщин, она передалась даже сегодня нашим матерям. Это показали наши женщины, мамы, сестры во время 2 чеченских войн. В каждом блокпосту, когда пытались забирать студентов и так далее, становились и не отдавали. А сколько было случаев, когда видели там погибшего и раненого, вместо того, чтобы забрать своего ребенка, мы знаем, в нашей истории это было, раненого, чужого, говорили, это мой, дайте мне забрать, забирали и выхаживали, хотя на самом деле было иначе. То есть это вот воинственность, соблюдение, это, конечно, есть. Но в этом моменте я хотел сказать, что расходить. Но у Хасана, у Хизрия Хаджи Ахмедовича, у них четко это прослеживается в их работах, они есть. И это ценно для тех людей, которые сегодня поствоенные, возрождающие нашу историю, нашу культуру, географию. Для них очень важны все эти документы, которые они достали. Они не ангажированы.
То есть там нету вот такого направления, да, ты или про такой-то, или про такой-то. Это история. Они просто берут и говорят. Мы не просим вас лево быть, право быть, вот история. А царских офицеров, царских, советских историков, советских. Никогда Хасан Бакаев не говорил, это плохой историк, это хороший историк. Он использовал все моменты. И предыдущие, и постпредыдущие, поэтому для меня вот это очень важно. Он стал символом интеллектуального сопротивления, бороться за культурную идентичность без насилия, без войн, со знаниями, фактами. Вот я считаю, это хорошо. Не, я полностью с тобой согласен в этом вопросе. Я думаю, что мы непосредственно должны понимать, что одним из кто использует данный момент, данные материалы, никто не мог, по сути, оппонировать его правде. Почему? Потому что там все было. Поэтому, именно поэтому говорили, пытались оскорблять, унижать, писать это. Хасан же, когда ты заговорил о толерантности, Хасан очень мягко всегда, ты видел на всех. И он один период, ты заметил, нет, не знаю, он начал отвечать на вопросы. Он брал список, отвечал. Но когда он увидел моменты, когда речь идет уже не культурная, не историческая, просто идут оскорбления и все остальное, Хасан на самом деле понял, что таким людям все равно объяснять, не объяснять это бесполезно. И он начал, как говорится, рубить правду. Ах, вы хотите? Если вы говорите, что я нетолерантен, если вы говорите, я слишком там, грубо говоря, да, настроен против вас или ненависть. У Хасана не было никакой фобии ни к какому народу. То есть он начал рубить, как говорится, с плеча и говорить правду. Особенно сильно его задевало несколько вопросов. Это 15, 16, 17, 18, 19 веков. 4 столетия. Это период как раз, когда наши территории до реконкисты ушли в нашу. И после возвращения мы нашли на своих территориях различных кабардинских князей, беков, кумыкских шамхалов и аварских нуцалханов. В этот момент история очень хорошо описана, и Хасан начал давать достойный отпор, который, конечно, очень сильно подкосило врагов. И сказать нечего было, потому что он приводил все по документам, поэтому... Я вообще видел последнее, он же еще публиковался, proza.ru. Да, конечно. Вот. Я читал именно даже вот его прямое обращение, когда он сказал, что некоторые, в кавычках, профессиональные историки, когда начинают явно потасовывать и врать, он ответил насчет того момента, когда Динга Халидов, вот когда он начал говорить, что чеченцы являются, вообще в имаматстве Шамиля являлись вторыми в плане важности, когда он сказал, и я читал прямо статью, даже вчера я читал эту статью Хасана Бакаева, где он отвечает ему и говорит, то есть опровергает его ложь и приводит документы, исторические документы, материалы, где русские офицеры, командующие, наместники на Кавказе пишут, что если бы не чеченцы, то давным-давно мы смогли там победить имама Шамиля. Если бы не чеченцы и так далее, и так далее. И как ты сказал, оружие, которое использовал Хасан Бакаев, это было исторические документы, а не отсебятина. То есть он предоставлял, вот, смотрите, вот здесь пишут и пишут. Тем самым просто-напросто обезоруживал. Если бы там были ссылки бы Хасана Бакаева на самого себя, конечно, или там на даже те же самые полевые материалы, которые очень сильно не любят. Или на чеченских историков. Да, или же на своих же чеченских историков, само собой, они бы начали бы говорить, рассказывать. А здесь тут, извини, они не друзья, не враги, но царские офицеры, генералы описывают, ну, и кто был арьергарде или в авангарде уж имама Шамиля, я думаю, тут все намного проще. После Аль-Хульго, когда имам Шамиль пришел в Чечню, сколько человек было, и кто его поддержал, и кто освободил часть аварии, которая стала частью целого имамата. Именно чеченцы. Вылечили, помогли, выбрали. И да, конечно, царские офицеры, без всякого сомнения.
и историки многие говорят, все закончилось бы намного быстрее, да. если бы не житница и Да, поддержка, экономическая поддержка полностью Чечни. Чечня это была большая часть лесистая территория. И здесь чеченцы умели отстаивать свои земли. И вот такие факты и аргументы приводились Хасаном. Кто бы его любил, не любил, это историческая реальность, это правда, это документ. Конечно, даже те люди, которые начинали, говорят, вот ты ссылаешься на кафиров, ну, есть у нас, да, некие, которые сразу начинают. Ну, на тот период на кого можно было ссылаться? На Турцию османскую? Да, пожалуйста, османские документы в основе своей, хоть Хасан говорит правду, а они указывают, что тот же Шамиль был турком по происхождению, что это их человек и так далее и тому подобное. Поэтому лучше уж правда Хасана Бакаева, который ссылается на реальных людей, кого он был в плену, кто записывал ее автобиографию, кто там, ну и плюс-минус. Поэтому трудно было с Хасаном Бакаевым, с его-то правдой. Вот я хотел бы вот привести, вот зачитать прямо. Известный российский археолог, этнолог и антрополог Шнирельман в своих книгах под названием «Арийский миф в современном мире и быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в 20 веке» называет Бакаева чеченским филологом и сообщает, что одну из своих книг Бакаев писал, внимание, во время Первой чеченской войны в Грозном, подвергавшимся бомбежкам со стороны российской авиации. По словам Шнирельмана, Бакаев во второй половине 90-х годов является одним из главных идеологов небольшой группы чеченцев, связанной с организацией Нохчи-Латта Ислам. И давай, Башлан, возьмем с тобой последний период его жизнедеятельности Хасана Бакаева. В 2019 году он является ведущим канала Нахче World. Я подчеркиваю, Нахче. Потому что, и я себе задам этот вопрос, он был именно, не то, что он был, так сказать, но он приводил в основном, что бывает и нахче, и нохче, да, диалект и так далее. И он был защитником того, что мы назывались нахче по документам и так далее. Историческим, да. Угу. Так вот, он занимается, то есть ведет блоги в YouTube, у него 122 выпуска, если не ошибаюсь. Как ты считаешь, вот эта работа, вот я, например, когда смотрел, я с большим удовольствием смотрел его выпуски, насколько повлияло на молодежь именно его выпуски, и вообще видел ли ты обратную реакцию там и так далее? Сильный, хороший вопрос, я скажу так. Многие люди, без преувеличения, когда Хасан, вы знаете, в последние годы он бывало периоды болел, бывали некоторые проблемы, задавали ко мне, заходили и спрашивали, почему Хасан не делает новый выпуск, почему Хасан не делает новый выпуск и так далее и тому подобное. Но даже вопрос не в том, что начал, даже мы знаем, да, на сегодня ограниченная социальная сеть под названием Facebook, все не с терпением ждали очередной статьи от Хасана Бакаева. Я как раз таки, многие, может, и не знают, я лично с ним знаком не был, к сожалению, то есть лицом к лицу. Так получилось, что я познакомился с ним именно вот в эти годы, 18-е, 19-е годы, когда мы начали по истории многие моменты. Я начал переписку с ним, спрашивать, на что ссылаться, где, какие книги он берет, то есть именно профессионально только по истории. И меня поразило то, что как он относился к человеку, который вообще к нему не знаком. Он увидел любовь к истории, что занимаются историей. И у него самое важное, вот у многих людей-историков есть такая вот мания величия. То есть, когда ты берешь какой-то его материал, они начинают, вот почему ты не указываешь, что это моя работа, что это моя работа. Хасан Бакаев никогда, за все время, когда я брал его материалы, никогда никому не говорил, что это моя работа, зачем вы меня взяли, это мое авторское право и так далее. Наоборот, было два момента. Первый момент, я когда зашел к Хасану Бакаеву, сказал: Хасан, можно ли я буду использовать твой материал, то есть исторически, там, где мне нужно. Не всегда, а там, где мне нужно. Иногда у него были просто великолепные, то есть по моей тематике подходящие материалы, можно я буду брать. Он сказал, не можно, а нужно брать. И потом он сделал заявление на своем Фейсбуке. Если я не ошибаюсь, он очень часто писал, что социальная сеть Facebook очень часто блокирует его статьи, научные, исторические статьи, хотя нету там ничего агрессивного, но, видать,
Наши нарнийцы жаловались очень сильно, без разницы, востока или запада. Очень сильно жаловались, у него блокировали. И он говорил, если вы успеете забрать и распространить это не пропадет даром. Его труд не пропадет даром. Само собой, люди, только Хасан, когда опубликовал, все достойные, взрослые, молодые люди хватали сразу, раз, у Хасана Бакаева и растаскивали. Никогда он никому ничего не говорил. Точно так же и Нохчевол. Люди, как знаешь, как 90-е годы, нулевые года, помнишь, ждали бразильские сериалы, когда женщины каждый вечер в 6 часов, где же этот сериал сегодня будет, рекламу, все собирайтесь. Вот точно так же все ждали. А почему? Потому что Хасан был большим педантом, детализированно, все очень спокойно, по каждой мелочи объяснял. То есть он был, кроме как историком, он плюс еще занимался лингвистикой, филологией, поэтому он затрагивал слишком этнография, история, филология, археология частично, и ему это нравилось. И он очень сильно поддерживал молодых исследователей и историков, которые только начинают. Понимаешь? Будь то это ты, будь то это я. То есть поддерживал как? Он никогда не говорил нет. Я по любому пустяку заходил. Хасан, а это что? Допустим, я сказал, вот почему грузины, допустим, примерно, да, почему грузины более материалы свои исторические сложнее предоставляют там, и так далее и тому подобное. Он мне там, по сравнению там, почему они на некоторые исторические материалы так реагируют. Он сказал, Башлам, я тебе хочу сказать, говорит, одну истину. В плане истории, чтобы вот поделиться, вот у нас есть в библиотеках, загажниках, так сказать, да, материалы о чеченцах. Армяне, говорит, предоставляли всю информацию. Просто с радостью они ждали, шли на взаимоотношения, то есть они отдавали материалы, просили, вот у чеченцев очень много историков. Вот поэтому у Хасана были очень древние вот эти записи с армянских, из географии армянской, из Библии, и многие филологи и историки армянские он использовал. Почему? Он брал все, что они давали касаемо нас. И они говорят, а вот грузины, они немножко вот такие пафосные, понимаешь, крутые, но и само собой неохотно делились информацией касаемо нашей истории. А с человеку, который собирает все по крупицам, важно не упустить ни одну деталь. Вот таким образом я хочу сказать, Амад, как ты, как я и многие ждали его очередного выпуска для того, чтобы услышать что-то новое об истории нашего народа. И каждый его выпуск, каждая секунда, когда он рассказывал истории, каждый человек, взрослый, молодой, без разницы, все, кто смотрел, мог найти того, что он никогда не слышал. Вот это самое важное. У Хасана Бакаева ты начинал слушать, и 100%, 50-70% было каждый раз что-то новое. Каждый раз ты садился, ты находил что-то важное, что ты мог перенять и дальше уже передавать, или ссылаться, или передавать остальным подрастающему поколению, молодым нашим историкам и исследователям. Баракалла Башлам, вот последний год его жизни он жил в Бельгии, и насколько есть ли у тебя информация, какие у него были проблемы со здоровьем именно? То, что я слышал, у него были проблемы с легкими, был сахарный диабет, и вроде бы говорили, что с онкологией тоже у него онкология была. Я еще хочу один момент отметить. Ты хорошо, что ты сказал это. Я, честно сказать, хоть и не ожидал. Несмотря на свой сахарный диабет, несмотря на все операции, которые у него были, лечение, тяжелое лечение, Хасан Бакаев месяц Рамадан держал пост с первого дня. И так получилось, по милости Аллаха, месяц Рамадан, он ушел в месяц Рамадан, пятницу, Багамар Хадош. Машаллах. Да воздаст Аллах благом Хасану Бакаеву. В действительности это показывает, с такими проблемами человек, в первую очередь, держал пост, а и с такими проблемами человек вообще работал. Да, работал, выходил на связь, оставлял статьи. Даже последняя статья я смотрел вчера, если я не ошибаюсь, месяц или полмесяца назад была оставлена до его смерти.
или в конце месяца. Он ушел из жизни месяц Рамадан, месяц в марте это было, то есть два известных наших, да, сыновей чеченского народа. Три. Три. Еще один историк, Да. который... Да, Лечи Гарсаев. Лечи Гарсаев. Уайс Арсайтиев, второй Хасан Бакаев и третий Лечи Гарсаев. Хочу задать тебе последний вопрос. Время уходит, но слова, идеи, они остаются. Вот по твоему мнению, каким будет место Бакаева в исторической памяти чеченского народа? Ну, поскольку это последний вопрос, касаемо и Хасана, мы очень сильно переживали, те, кто любил Хасана Бакаева, ценил его работу, мы переживали обычно, когда умирает человек не медийный, так сказать. Понимаешь, а историки это люди не настолько пафосные, это не спортсмены, понимаешь, это не бизнесмены, это не религиозные деятели, со всем уважением ко всем к ним. Историк это человек, который там иногда, когда что-то нужно, за столик, это, расскажи и так далее. Но мы приложили все усилия, чтобы все люди узнали об этом. Что вот это человек, который так сильно любил свой народ, так сильно любил свою историю, так сильно любил свою родину, ушел из жизни. Когда я приехал туда, я приехал заранее, так сказать. Начиная, так сказать, когда заезжаешь на эту улицу, некуда было стать машину. Люди не могли войти даже во двор. Просто мне так посчастливилось, получилось, что я попал прямо во двор к нему в родовом селе, во дворе, где родители, и Хасан Бакаев тоже родился и жил. Для меня это, во-первых, меня произвело впечатление, когда ты заходишь во двор, ты видишь дома, вот дом, сразу было видно, что Хасан это вот не такой вот прямо пафосный, крутой, богатый историк. Настолько нохчал дольш, адмал дольш. Вот именно и онхала, нохчала, адмала, вот все эти термины подходили даже к двору, где он проживал. Я уже не говорю о самом Хасане Бакаеве. Столько теплых слов, столько вот его жесты, его поведения, его высказывания стали все крылатыми в основе своей, в историческом плане. Конечно же, народ никогда, достойные сыны нашего народа, никогда не забудут ту профессиональную и хорошую работу, которую провел Хасан Бакаев. Разрешенная она, запрещенная она, я думаю, ты понимаешь, да? Какая бы она ни были его книги, они все равно останутся в истории как одни из самых главных и нужных книг в изучении истории чеченского народа. Мало какой историк может. Историков было в Чечне очень много. Но мало кто может похвастаться и сказать, что книга Хасана Бакаева станет настольной книгой каждого достойного нохчи народа, представителя нохчи народа. И тем более для тех людей, кто изучает историю. Хасан Бакаев, Давды Алуалис, Хизриев Хаджи Ахмедович, Давды Алуалис, Гарсаев, Лечи и остальные достойные наши ученые, интеллигенция. И Хасан Бакаев займет в этом пьедестале одним из самых лучших высших ступеней, по крайней мере, для поколения нашего с тобой поколения. Почему? Потому что мы знаем, что он сделал для нашей истории. Как он, несмотря ни на что, невзгоды и болезни, это было видно и по передачам, ты видел, да? Где-то он выходит, видно, что у него отекшее лицо. Несмотря на это, человек боролся до конца. Боролся с болезнью, боролся с несправедливостью, защищая историю своей родины, своего народа. Не обсуждая политический момент, он никогда никому не навязывал, и я с ним, мы никогда не говорили, ты такой-сякой, не было у него такого. Он всех любил, он гордился каждым, вот, допустим, появлялся какой-то новый исследователь, он всегда писал, вот молодцы, вот его работа там Амада, работа там Амина, работа там того-то, мне нравится. Если он видел потенциал, он описывал это все и оставлял. И завершая свой, как сказать по этому вопросу, скажу так. Была
была такая идея фикс, я надеюсь, что она воплотится. Еще когда мы были во дворе, многие начали там, кто любил Хасана Бакаева, выйти с инициативой, чтобы эту улицу переименовали улица в честь Хасана Бакаева. Я надеюсь, что это воплотится в жизнь. Иншаллах. Да, вот этот момент. И поскольку у меня вот последнее общение, когда мы говорили, я запомнил, когда он сказал, возьмите, пока у меня не заблокировали, я сделал для себя такой завет для себя, понимаешь, который заключается в чем? Пока не заблокировали сайт Хасана Бакаева, я обязательно все его статьи от первого до последнего возьму и перенесу к себе на свою страницу. Это будет и почтение памяти Хасана Бакаева, это будет, люди будут знать. Конечно же, я обязательно авторство, там, где по скриптум автор, ХБ, оставлю, чтобы люди знали, что это наследие Хасана Бакаева. Я надеюсь, другие тоже подхватят это и не оставят ни одной статьи, которая была во время жизни Хасана Бакаева сделана. В том числе ты очень часто ссылаешь на его работу, тоже используешь И еще один момент. Я не знаю достоверности, но, как говорится, у нас ворона принесла на хвосте информацию, что идет речь о библиотеке Хасана Бакаева, что она будет возвращена на родину. Да, иншаллах, я надеюсь. Если вернут, что где-нибудь будет музей или где-нибудь что-нибудь, найдется место, где можно было бы это все. Мне без разницы, пускай это будут его родные, близкие. Мы знаем, что у Хасана Бакаева нету детей. Это большая трагедия для нас, конечно же, но такова воля Всевышнего Аллаха. Но если его книги привезут дома, его работы, рукописи, это будет неоценимый клад для нашего народа. Я слышал, не знаю достоверность этой информации, как ты говоришь, он жил за границей, если смогут его все книги, а мы видели и по Нохчевол, что у него библиотека очень хорошая, поскольку он работал, да, богатая библиотека, я надеюсь, что получится родственникам, те, кто остался у Хасана Бакаева, или у жены, или у племянника, я не знаю, у брата, возможно, они смогут привести, и это станет наследием для всего чеченского народа, его книги, его библиотека. Вот такое как бы завершение хотелось бы сказать. Мне прислал видео Казбек с нашего села, Сержинюрта, где они поехали на похороны в Бельке, когда именно провожали его. Он говорит, люди приезжают, и да воздаст вам Аллах благом, то поехал, нашел время почтить память, посетить последние проводы, да, Хасана Бакаева на родину. Сегодня мы отдали дань уважения Хасану Бакаеву, человеку, который отстаивал правду на существование знания истории чеченского народа. Его дела живут в книгах, в статьях и умах тех людей, которые продолжают его путь. Хасан Бакаев был, несомненно, достойным сыном чеченского народа. И, уважаемые братья и сестры, у меня к вам огромная просьба. Те, которые посмотрели подкаст, оставьте несколько добрых слов в комментариях под этим видео, несколько добрых слов про Хасана Бакаева. И я думаю, что тем самым в какой-то мере вы тоже примете участие в почтении и отдавании дани уважения Хасану Бакаеву. Да воздаст вам Аллах благом. Подписывайтесь на канал Нохчу Фильмс и ждите следующих подкастов. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.